الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который достоин всех наших похвал. У Него мы спрашиваем помощи, и к Нему прибегаем, спрашиваем помощи и просим прощения за совершенные грехи, и прибегаем к Нему от зла наших душ и наших дурных поступков. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля наставил на истинный путь, то никто не введет его в заблуждение. А тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля ввел в заблуждение, то никто не сможет наставить его на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который един и нет у него товарищей. И свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и его посланник. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, продолжим чтение и толкование хадисов из сборника хадисов Сунан Абу Дауда, Сулеймана ибн Аш'ата ас-Сиджистани, рахимахуллах. Первая книга, Китаб ат-Тахара, глава 42, Бабуль вудуи бин набith, глава о совершении омовения с набидом. Набид – это напиток, который делали из фиников, изюма, меда, пшеницы, ячменя и других вещей. То есть это, скажем, в воду просто положить, то есть взять воды, положить в воду, скажем, или финики, или же изюм, или мед, и дать немного постоять, чтобы стало там как компот, сладкая вода или компот, можно сказать по-другому, по-нашему примерно. То есть совершение омовения не чистой водой, а водой, смешанная с чем-то. То есть как финики, как изюм, как мед, как сказали мы, иногда пшеница, ячмень и другие вещи. То есть, скажем, то, что стоит. То есть она вначале просто она бывает сладкая вода, если постоять немного, она может забродить и быть уже опьяняющим напитком. Поэтому пророк Мухаммад салям запрещал держать, скажем, то есть финики, то есть вот воду с финиками более 3 дней, потому что у них жаркий климат, поэтому в течение дня начала бродить. Перед 20 дня пить все возможно, без проблем, просто сладкая вода, компот, а через несколько дней на жаре это начало бродить и превращалось уже в то, что опьяняет. Это вот называется набид. Набид, можно сказать, компот по-нашему, да, примерно. Такая вода, сладкая вода, компот примерно. То есть неважно, он вначале он не опьяняет, потом уже может и опьянять впоследствии. То есть вот омовение такой водой. И иногда, то есть как добавление к слову набид, иногда во время перевода некоторых книг с арабского языка, а это возможно именно книг фикха, то есть ханафитского масхаба, там приводится, встречается некоторых из них слово набид, и мне приходилось видеть перевод как пиво. Приписали, то есть набид равно, то есть получается, можно брать тахарат пивом. Там буквально такой перевод. Скажем, это, еще, может, 90-е годы, когда переводили, когда еще арабский язык не больно сильно знали,
то есть не смотрели в источники, смотрели книги, то есть оригиналы, книги толкования или сам словари арабского языка, а брали просто словарь Баранова. Есть же словарь арабско-русский Баранова. Поэтому там открываешь, то есть на обед, там только пиво написано. Поэтому, исходя из этого, потом возникал вопрос, как это может быть тахарат пивом? Скажем, поэтому, вот иногда перевод, он очень сильно влияет. То есть и человек, его сбивает с толку, человек начинает, скажем, не понимать, в чем дело. Вот омовение таким напитком, скажем, то есть и получается вопрос, можно или нельзя, дозволено, недозволено, разрешается или не разрешается. И сказал Абу Дауд, рахимахуллах, халя хаддаthана Ханнат, нам рассказал Ханнат ибн Сари, ва Сулейман ибн Дауд аль-Атаки, قال, они оба сказали, хаддаthана Шарик ибн Абдуллах, ан Аби Фазара, Рашид ибн Кайсан, по одной из версий, но, скажем, если это Рашид ибн Кайсан, то передатчик, скажем, принимает, который может доверять, который, то есть фикха, его хадисы принимаются, но там есть споры, что, возможно, другой человек, скажем, Абу Фазара, кунья, не имя, там может быть другой человек, скажем, подходить под данное имя. Ан Аби Зейдин, со слов Абу Зейда, вольноотпущенник Амра ибн Хурайса, этот сподвижник, то есть этот передатчик, он неизвестен. Его имя известно, сам он тут такой неизвестен. Он передавал хадисы от Ибн Масуда, то есть и его сказал Бухари, что слабый передатчик, сказал Хаким, что неизвестный человек. И этот человек, который передал хадис от Ибн Масуда про, то есть ночь встречи пророка Мухаммада с джиннами, которыми приводится в некоторых риваятах, в этом риваяте, про омовение, скажем, грубо сказать, компотом, скажем, по-нашему, скажем, сладкой водой, сладкой жидкостью. Если этот человек, который неизвестно, кто он такой, то есть неизвестно его имя, скажем, кто он, где был и так далее, просто есть имя и все. Просто есть Абу Зейд, кунья, то есть отец Зейда. То есть имя, там, фамилия, место рождения, все остальное, они неизвестны. Поэтому, то есть из-за него данный хадис многие ученые называют, то есть слабым, недостоверным, потому что есть человек, а его проверить невозможно, узнать, кто такой был, невозможно, и про него ничего не сказано, значит, получается, этот человек неизвестный. А человек неизвестный, значит, непроверяемый. Если непроверяемый, получается, хадис из-за этого считается неправильным, недостоверным, хадис считается неприемлемым. И, как сказал и Ибн Хаджар, рахимахуллах, и сказал имам Навави, рахимахуллах, что данный хадис является слабым из-за этого передатчика, является слабым слабым, согласно мнению, скажем, можно сказать, всех мухаддисов, всех ученых хадиса, данный хадис является слабым, и только ученые ханафитского масхаба, и среди были мухаддисы, как Аль-Айни, который сделал шарх Сахих Бухари, и некоторые другие, они, скажем, находили оправдание, находили пути, доказывать, что данный хадис, он имеет основу, и Айни, толкование Сахих Бухари приводит данные вещи, показывает, что данные, скажем, там приводятся сомнения, там 5 разных поводов, почему хадис слабый, и он приводит, на каждый отвечает. Поэтому, скажем, это будет мухаддисов, ученых хадиса, скажем, которые всегда, скажем, обладая разными знаниями, пытались, скажем, эти знания применять, согласно тому, что они сами знали. И, скажем, он говорит, что некоторые сахаба данный хадис использовали, приводится от некоторых сподвижников, скажем, действия согласно данному хадису, поэтому большинство ученых говорят слабый, только некоторые ханафитские ученые считают его приемлемым, но даже в этом случае из масхаба ханафи там будет сказано про спор в данном вопросе. Ан Абдуллах ибн Масудин, он приводит хадис от Абдуллаха ибн Масуда, радаллаху анху, известный сподвижник Абдуллах ибн Масуд, принявший ислам одним из первых в Мекке и считающийся ученым из числа сподвижников, который переселился, то есть дважды в Эфиопию, и переселился из Мекки в Медину, участвовал в битве при Бадре и в последующих всех битвах, получается, во всех важных событиях он принимал участие. Его называют
тем, кто отвечал за обувь посланника, потому что там был, кто отвечал за тахарат, воду тахарат, кто отвечал за мисвак, там за обувь и так далее. Поэтому было много святых, которые отвечали за что-то, что касалось пророка Мухаммада салям. То есть ему помогали, служили, у каждого была своя обязанность. Вот Ибн Масуд отвечал за обувь посланника Аллаха салям. И в первый год после переселения из Мекки в Медину, когда посланник Аллаха салям побратал сподвижников, ансаров и мухаджиров, сделал как братьями, как родные братья сделал. Там приводится, что 45 пар, 45 мухаджиров, мекканцев, и 45 ансар, мединцев, и Мухаммад сделал их, то есть муахат, братание, то есть как будто они стали как родные братья. Даже в первое время, пока не были ниспосланы аяты из суры Ахзаб, даже могли друг друга наследовать. Если умирал, то тот человек мог его получать наследство, хотя он был не родственником, но братья. Затем, когда были ниспосланы аяты в Коране, то сделал наследство только, ограничил наследство только родственниками. То есть не родственники наследство не получают. То есть, по исламу это могут сделать только родственники. Поэтому он был, Мухаммад его побратал с Саад ибн Муадом, радиаллаху анху. Затем Умар ибн Хаттаб назначил его как правителем, наместником, мэром, губернатором города Куфа. Поэтому город Куфа, где родился впоследствии Абу Ханифа, поэтому говорят, что фих Абу Ханифа это является фих Абдулла бин Масуда, который там был и правителем, с мэром, он еще был и имамом, он еще был и учителем, поэтому давал знания одновременно, то есть и руководил всем городом, говорил хутбы, намаз проводил, давал уроки, свои знания передавал тем, кто жили в этом городе. И было сказано, сказал Бухари, что он умер в городе Медина до смерти Османа. Тот говорит, что он умер в Куфе, город Куфе, правильно, что он вернулся в Медину и там умер в 32 или 33 году по хиджре. По хиджре, вот Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху передает, анна наби саллаллаху алейхи ва саллям قال له лейлат аль-джинни, что посланник Аллаха саллаллаху сказал ему в ночь джиннов, то есть ночь, когда пророк Мухаммад встречался с джиннами. Такая история была в Мекке, ночь, которую посланник Аллаха саллаллаху встретился, то есть и обучал религии джиннов. Вот в эту ночь сказал ему посланник Аллаха саллаллаху мафи идеватика, что находится в твоем, то есть сосуде, то есть с водой, то есть маленький сосуд из кожи, или сосуд, в котором была вода, то есть для совершения омовения. Каля набит. И сказал Ибн Масуд, что там находится, то есть набит, тут компот, да, сладкая вода. Каля, и посланник сказал, тамратун тайибатун, сказал, что, скажем, финики, так и тамра, финики, это, скажем, благой, то есть хорошие, то есть приятные, то есть продукт, да, то есть уамаун тахур, и вода, которая находится в финике, является чисто очищающей водой. И в некоторых риваятах, как, скажем, у имама Ахмада и Тирмиди сказано, что он совершал омовение данной водой. Впоследствии имам Хасан в другом риваяте приводится, что спросил, есть ли вода для омовения, сказал, что нет, кроме, скажем, вот этой воды, которая, то есть в финике находится в данной воде. Вот из этого хадиса есть сказали, что пророк Мухаммад совершал омовение этой водой, то есть с компотом, с финиками. И из этого хадиса сказали, что это является дозволенным. Это сказали ученые ханафитского масхаба. Поэтому вообще иметь разногласия между учеными вообще можно, нельзя так совершать. И Абу Ханифа говорил то, что дозволено совершать омовение такой водой. Это также говорил Хасан аль-Басри и аль-Аузари. Также говорил Айкрима из табиинов, что если нет другой воды вообще, то эта вода, она подходит для совершения омовения. То есть, получается, Абу Ханиф разрешил омовение такой водой и сказал, что эта вода есть, получается, если есть такая вода, то таяммум делать нельзя. Только омовение, если она будет, скажем, то есть, если вода течет так, то есть она не твердая, там, не густая слишком, а которая текущая, то есть немножко сладкая, но, скажем, течет. Потому что если вода там затвердает, там, или будет твердая и так далее, то есть или будет слишком будет там, да, сладкая, тогда уже он не разрешал. Абу Юсуф
ученик Абу Ханифы, сказал, что этой водой тахат брать нельзя. Что этой водой омовение совершать нельзя. Сказал, что если такая вода есть, компот, значит совершать таяммум. Потому что эта вода, то есть сладкая, нечистая вода, то есть смешана с другим веществом, изменила свое название, изменила свое качество, и поэтому она не приводит для омовения. Если есть такая вода, то совершается таяммум. И это же мнение является мнением имама Малика, Шафи и имама Ахмада, что такой водой тахат не совершается в таком случае таяммум. Также приводится, что есть второе мнение Абу Ханифы, то, что он вначале считал, что можно, но впоследствии он отказался от этого мнения и, присоединился к мнению Абу Юсуфа. То, что он запретил. Вначале разрешал, впоследствии Абу Ханифа запретил совершение омовения такой водой. И это считается его последним мнением, и согласно этому выносится фетва в масхабе. Это мнение выбрал имам ат-Тахауи. Это считается более правильным мнением внутри масхаба Абу Ханифы. Поэтому, хотя к ней приводится, то, что в некоторых масхабах приводится этот вопрос, но многие ханафитские, то есть большие ученые, считают, что действие Абу Ханифа отказался. Получается, все ученые, хотя хадис, может, принимают, но считают, что такой водой омовение совершать нельзя. Поэтому, то есть, с другой стороны, что хадис, как сказать, что большинство ученых считает слабым, недостоверным, поэтому уже с этой стороны, можно сказать, нельзя. И с точки зрения, что вода является измененной. Свое качество, уже необычная пресная вода, уже что-то смешалось с данной водой, и того, что смешалось, много. Даже название так, была вода, стал компот. Уже название поменялось. Если название меняется, то, уже и качество воды означает, что они, изменились. То есть, имам Мухаммад, второй ученик Абу Ханифы, считал то, что нужно брать и таяммум, и омовение. То есть, две вещи сразу. Если такая вода есть, нет другой воды вообще у человека. То есть, и таяммум, и этой водой. Чтобы уж одно из двух было точно принято. Если это нельзя, значит таяммум будет, да? Если можно, значит таяммум будет просто дополнительный. Есть такая точка, некоторые ученые, они так объединяют. И таяммум, и этой водой, которая сомнительная, они говорят, что делать нужно оба действия сразу вместе. Есть такой подход некоторых ученых. Объединение между омовением и таяммумом. И хотя известно то, что история, то есть ночь джиннов, встреча пророка Мухаммада с джиннами, она была, точно была в Медине, потому что хадис приводится Сахих Муслим, Сахих Тирмизи и сборник Тирмизи, что эта ночь была достоверна. Но некоторые ученые приводят то, что таких ночей было не одна их, а 6 раз. У них приводится то, что в некоторых книгах приводится, что Мухаммад салям с ним встречался, то есть не один раз в Мекке, затем еще встречался еще 5 раз после этого в разных местах, и последний было в Медине. В Медине, то есть на месте, где сейчас находится кладбище Бакир. Вот на этом месте Мухаммад встречался в последний раз по одной из версий некоторых ученых. Поэтому, если это был только один раз в Мекке, получается, все, то, что потом был неспособен аят таяммума в Медине, этот хадис отменяется, потому что это же было в Мекке, а в Мекке еще не был таяммум. Что аят таяммум не был способен, способен только в Медине, в суре Маида, в суре Бакара тоже встречается. Поэтому, если здесь не было таяммума, когда был способен аят таяммума, кто скажет, что если нет воды, то может очищаться землей. Поэтому аят таяммума отменяет то действие. Но если это было еще в Медине еще раз было, тогда получается уже не может отменять. Потому что в Мекке было раньше, в Медине позже, а более позднее отменяет более раннее. То есть аяты и хадисы. Такой подход ученых. Потому что насх, аннулирование, то есть отмена того, что было неспособно, было введено в шариате до этого, раньше этого. Поэтому вот разногласие в этом вопросе. То есть 3 масхаба, то есть и еще мнение масхаба Абу Ханифа, что нельзя. И там есть мнение Абу Ханифа и Мухаммада, что Абу Ханифа дозволено, Мухаммада делать и то, и другое. Это в том случае, если нет другой воды. Потому что если есть другая вода, тогда вопрос отпадает. Потому что если только эта вода, и больше ничего другого нету, абсолютно,
тогда вот идет спор. При наличии другой воды, там вот понятно, да, то есть возьмешь другую воду и будешь совершать омовение, без проблем. قال Абу Дауд, и сказал Абу Дауд, قال Сулейман ибн Дауд, один из передатчиков, ан Аби Зейд или ау Зейдин. То есть, там приводится разногласие, кто он такой был человек. И он был Абу Зейд, он был, или же был Зейд просто был, или он был, скажем, то есть Абу Зайд был, то есть один человек, которого, то есть разные спор о его, то есть именах. Вообще, некоторые не приводят, что это случилось в ночь встречи с джиннами. И следующий хадис, то есть продолжение данной темы, حدثنا موسى بن إسماعيل, сказал Муса бин Исмаил, قال حدثنا وهيب ابن خالد عن داود ابن أبي هند عن عامر سأصطف عامر ابن شرحيل ابن عبد الله الشعبي, то есть Амир Аш-Ша'би, известный большой ученый города Куфы, факих, который говорил, что я, говорит, видел 500 сподвижников. То, что я, говорит, скажем, встретился с 500 сподвижниками, поэтому он считается, скажем, известный большой ученый города Куфы, хадисы, которые принимаются. Ан Алькамата, со слов Алькама, ибн Кайс ибн Абдуллах Нахаи, который родился в жизни пророка Мухаммада саллаллаху, и передавал хадисы от Умара, Усмана, Али, Саада и других, и, скажем, являешься принимаемым предатчиком, Каля, который сказал, Культу ли Абдуллах ибн Масудин, то есть он спросил, то есть Аль-Хамаш был из города Куфы, то есть когда Ибн Масуд был в Куфе, он спросил у него, у своего учителя, я сказал Абдуллах ибн Масуду, «Ман кана минкум ма Расулу саллям лейталь джинни». То есть кто же из вас, из подвижников, был рядом с пророком Мухаммадом в ночь его встречи с джиннами? То есть кто был рядом с ним? То есть был ли кто-нибудь вообще возле него? То есть когда он именно, то есть, рассказывал про ислам джиннам. В это время Факали сказал Абдуллах ибн Масуд, «Ма кана ма'аху минна ахадун». Сказал то, что из нас никого не было. То есть ни один из нас рядом с ним не был. То есть хотя я говорю, что Ибн Масуд был с ним рядом, но говорю, что, скажем, то есть Ибн Масуд, он был часть, потому что там приводится, что Ибн Масуд был, потом Мухаммад оставил и ушел. Сказал, дальше не ходи. Поэтому он какое-то время был, но дальше же Мухаммад пошел один. И вот хадис приводится в Бухари Муслима и Тирмизи, то есть достоверный хадис. И здесь просто коротко, там приводится хадис полностью. То есть Ибн Масуд рассказывает, то, что в одну из ночей сподвижники потеряли пророка Мухаммада. То есть Мухаммад там пропал, нет его. То есть наступила ночь, никто его не видел, никто не знает, где он находится. Поэтому, скажем, они начали, скажем, испугались, или его убили там, или его джинны его похитили. То есть такие вот пошли слухи между сподвижниками, или он был убит, когда там где-то тело спрятали, да, выбросили, или же скажем, он улетел, да, то есть там стутыры, то есть, получается, его, скажем, похитили его джинны. И так пошла всю ночь. Утром мы видим, что Мухаммад салям идет со стороны горы Хира. Вот гора есть, которая был использован Коран. Со стороны этой горы Мухаммад салям возвращался в сторону Мекки. Утром увидели, и им рассказывают, что посланник Аллаха, мы испугались, ночью, скажем, тебя не было, мы там уже, скажем, начали думать разные плохие вещи. И Мухаммад сказал, что мне пришли, говорит, там делегация джиннов, попросили им рассказать про ислам. И Мухаммад салям повел, там Ибн Масуд, сподвижников, повел место и показал вот кострище, где костры горели, где он рассказывал, там, значит, огонь разожгли, и там Мухаммад сидел с ними, им рассказывал всю ночь про ислам, Коран и так далее, потому что им же нам же одинаково, то есть Коран же использован и им, и нам, то есть и людям, и джиннам, то есть одинаково. Поэтому, скажем, Мухаммад салям пророк и им, и нам, то есть и людям, и джиннам. То есть, получается, он им рассказывал про ислам в течение всей ночи, и потом показал, где эти были, там, где костры были, где это, где костер горел ночью, эти места Мухаммад показал. Это такая ночь была. То есть точно, просто скажем, вот этот хадис достоверный, а тут хадис предыдущий, то есть привел, я привел хадис для чего? Показать то, что сказал, Ибн Масуд сам сказал, что там никого не было с пророком. То есть, получается, в эту ночь пророк Мухаммад был один. Если он был один, как он мог спросить Ибн Масуда, чуть это, дай нам воду для омовения? Поэтому показывает, что этот хадис достоверный, тот хадис слабый. Потому что это муслими, он все равно сильнее. Тут хадис только Абу Дауде, то есть пониже. Тем более спорный в достоверности. То есть, потому что Мухаммад был один эту ночью. Ибн Масуд там, по словам Ибн Масуда, там не было. Поэтому он не мог ему, скажем, показать, что вот там сосуд с водой, которым был, скажем, компот, был набит, что Мухаммад совершал им омовение. Это вот цель автора, показать, что это является, скажем,
что предыдущий хадис является слабым, данный хадис является достоверным, и что показать то, что совершать омовение компотом неправильно, с набитым, что нужна для этого чистая, очищающая вода. Вода, это вот цель автора. И далее Абу Дауд приводит два риваята от табиинов, подтверждая свою точку зрения. قال حدثنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا بشر ابن منصور عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز известный ученый, عن عطاء ابن أبي رباح известный табиин, известный ученый числа табиинов, Ата ибн Аби Рабах, как говорят, что как глава там, да, Саид, как глава всех табиинов, то есть в знании, в действии, скажем, он жил в Мекке, то есть в Мекке, и, скажем, считается большим ученым, и считается, что Абу Ханифа брал знания, часть знаний брал у Ата. Вот Ата ибн Аби Рабах, известный табиин, который сказал, что он встретил 200 сподвижников, то есть встречался с 200 сподвижниками, аннаху, что этот табиин, Ата, аннаху кариха, что он порицал, то есть считал порицаемым, аль-вуду биль-лабани валь-набид, совершение омовения молоком и вот набидом, то есть компотом, что эти оба действия не подходят для омовения. Вакали сказал, инна таяммама а'джабу илейя минху. Говорит, что в такой ситуации, если у человека есть только молоко или набид, компот, то есть получается только таяммум. Вот в этой ситуации этими двумя жидкостями тахаббат нельзя, неправильно вообще, и получается лучше всего, то есть и правильнее совершать таяммум, потому что нет воды. Потому что молоко и вот набид, компот, они водой не являются чистой, пригодной для омовения. Это вот мнение Ата ибн Аби Рабаха, то, что подтверждает то, что это действие запрещено, а не разрешено. И также аthар другого табиина, хадатha Мухаммад ибн Башар, قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا أبو خلدم قال سألت أبا العالية, спросил у Абу Аль-Алия, известный табиин ибн Махран, рахимахуллах, который еще, родился еще до прихода ислама, то есть он пожил в джахилии, и принял ислам после смерти пророка Мухаммада через 2 года. Через 2 года и встречался с Абу Бакром, читал намаз, стоя за Умаром Хаттабом, и передал хадисы от Али, то есть, получается, видел Али, Ибн Масуда, Абу Муса Аш'ари, Абу Аюба и других сподвижников. Поэтому, скажем, то есть все его хадисы ученые принимают, кроме одного хадиса, это хадис громкого смеха в намазе. То есть, только один хадис, который прочитали, скажем, а так Абу Алия, то есть обычно он в тафсирах приводит Абу Алия, то есть в книге тафсира, Ибн Кафир там приводится и сказал Абу Алия. Часто он приводится. Ан-Раджули, то есть он рассказал, то есть Абу Халя спросил у Абу Алия о человеке, асабатху джанабат, который был осквернен, то есть который был джунуб, который не был гусль, алейса индахума, и у него нет воды, у него нет воды, есть только компот, есть только набид. А яхтасир минху, можно ли бывает омовение, когда бывает гусль именно этим водой, это получается водой, которая, когда фруктовой водой, да, с компотом. Каваля сказал, что нет. То есть, получается, нет другой воды, только такая вода. И Абу Али сказал, что нет, нельзя, то есть, значит, совершать таяммум, потому что эта вода для омовения непригодная, потому что она изменила свои качества. То есть, это тоже вот аthар этого табиина показывает, что это действие, то есть Абу Дауд подтверждает свое мнение, свою точку зрения, что такого воды совершать омовение нельзя. Ну, альхамдулилля, то есть вопрос гусля, то есть хадис приводит только омовение. То есть, то, что хадис, который проводился, пусть он их слабый, там сказано про омовение пророка Мухаммада. Про гусля не сказано, поэтому некоторые ученые говорят, что только омовение можно, гусля нельзя, потому что хадис только одно, нет другого. То говорят то, что они одинаковые, что оба совершаются водой. Поэтому даже некоторые ученые говорят, что буквально, как сказано в хадисе, омовение брал Мухаммад, брал, гусля не брал, значит, омовение можно, гусля нельзя. Кто-то говорит то, что кто разрешает, и то, и другое дозволено, то есть такой водой.
Ну и альхамдулилля, такой вопрос, он встречается в книге Масаба Ханафи, чтобы было понятно, только там он приводится, в других книгах приводится, что запрещено им совершать омовение. И с другой стороны, альхамдулилля, у нас с вами воды, альхамдулилля, много, поэтому то есть в России, когда воды много, у нас даже что-то такое будет у тебя, да, сначала у нас будет, рядом будет другое количество, другая вода, чистая вода, которой, альхамдулилля, много. Поэтому вопрос, скажем, для нас, он не такой острый. Ну просто, скажем, хадисы есть. Поэтому хадисы есть, знать об этом нужно. И тем более, говорю, у нас в России Масаб Ханафи, поэтому такую вещь можете услышать. И можете сказать, то, что Абу Ханифа так считал, потом он от своего мнения отказался. Что, и, получается, он тоже запрещал омовение такой водой, для омовения нужна чистая вода, которая ничего не смешана. То есть, которая не смешана, то есть, если, скажем, что-то не смешано и не изменило качество слишком сильно, и не изменило название этой жидкости. Если что-то положить в воду чистую, потом там перемешать, и там качество воды поменяется, и изменится название воды, станет компот, ты говоришь, там компот, чай, так, да, какао, да, то получается, что эти уже жидкость, она пить можно, тахабать нельзя. Это вот правило, если вы узнаете, то, иншаллах, будет просто. Следующая глава. Бабун аюсалли раджулю ва хуа хакин. Глава, может совершать намаз человеку, который, скажем, желает справить нужду, кто себя удерживает, который, скажем, может, скажем, есть желание, то есть хочет в туалет. То есть когда может ли совершать человек намаз, когда он хочет в туалет? Дозволено или не дозволено это делать, скажем, когда человек просто намаз, то есть там говорится камад на намаз, а человек там, то есть хочет, там, да, когда у него там, когда его приспичило, его прижало, и что ему делать? Читать намаз и идти в туалет. И брать тахарат. Вот что делать в такой ситуации? Вот это, скажем, хадисы приводятся на данную тему. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير ابن معاوية قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه تصف عروة ابن الزبير своего отца عن عبد الله بن أرقم عبد الله بن أرقم сподвижник принял ислам в год завоевания Мекки или же, скажем, после битвы при Хунейне, чуть позже, это через месяц примерно. И он, скажем, записывал, скажем, аяты, то есть записывал, был писарем, писцом у пророка Мухаммада, потом у Абу Бакра и Умара, скажем, ему диктовали, он писал. И во время Умара отвечал за, скажем, бейтуль-мал, за казну, да, за бюджет, скажем. То есть, если что-то хранилось, имущество мусульман, бейтуль-мал, скажем, он за это отвечал, скажем, кем был, получается, министр экономики был, да, получается, в то время. То есть, или кто хранил, да, получается, все имущество мусульман, которое имелось, бейтуль-мал. И умер во время правления Усмана радаллаху анху, что ан абихи, то есть от слов Абдулла ибн Аркама, аннаху, что он хараджа хаджан ау му'тамиран, он, получается, вышел, направился в Мекку, желая сделать хадж или же умру, одно из двух. Пошел в Мекку, скажем, для совершения хаджа или же умры, и с ним были люди вместе с ним, которые шли вместе с ним, и он был имамом. То есть, он руководил, скажем, когда шли намаз, имам ставили это сподвижник, Абдуллах ибн Аркама. فلما كان ذات يوم أقام الصلاة, и в один из дней он, скажем, сказал муаддину, чтобы тот сказал камат. Икама, то есть салат суфа, это был на утренний намаз. Затем он сказал муаддину, скажи камат. После этого сказал, сказал, что пусть один из вас выйдет стать имамом. То есть он же имам должен быть. Поэтому он сказал камат, после камата сказал, кто-нибудь из вас один выходите, то есть начинайте читать намаз, утренний намаз имамом. А сам пошел в туалет. А сам направился, пошел в туалет и сказал, то есть захотел, то есть здесь направился, имеется в виду, он пожелал пойти, фаини самит Расулуллах якуль, и объяснил, то есть он же, как имам вышел, да, скажем, да, сказал камат, потом после камата сказал, ты выйди, а сам пошел, да. Получается, нужно объяснить же, что случилось, почему так случилось. И он сказал, что я слышал, как посланник Аллаха говорил, если один из вас хочет пойти в туалет, и уже начался намаз, получается, в одновременно. То есть ты хочешь в туалет, и уже намаз начинается. Фалеб, допустим, начнет, говорит, с туалета.
получается, первым делом нужно пойти в туалет. Получается, запрещено человек встать на намаз, порицается встать на намаз, если он хочет справить нужду. Если он уже приезжал, если он себя удерживает, то есть слово хахан означает человек, который себя сдерживает, удерживает, да, то есть терпит, по-другому говорить. Поэтому он сказал то, что, получается, он взял, пришел на намаз, но почувствовал, то есть, желание, поэтому он сказал то, что одно поставил имам, сам объяснил, почему он уходит, и сказал, что в этой ситуации намаз считать будет нежелательным человеку, если он желает справить нужду. Значит, он идет в туалет, справляет нужду, берет намаз и потом уже читает намаз. Успеет, джамат успеет, не успеет, читать намаз отдельно. В этой ситуации ему нет греха для него в этой ситуации. قال أبو داود روى وهيب ابن خالد, то есть данный хадис передали وهيب ابن خالد وشعيب ابن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام عن عروة عن أبيه, то есть и Абу Дамра, то есть три человека передали данный хадис от Хишама ибн Урва, от его отца, от одного человека. Но там приводится не имя, а просто от мужчины хадис. До этого передали то, что был уже Абдулла ибн Аркам, а здесь приводится просто от какого-то мужчины, то есть уже без имени. То есть получается от мужчины, потом то есть одного человека вставили, безымянного. То есть между Урвом и Зубейром и Абдулла ибн Аркамом вставили одного безымянного человека, и большинство говорит то, что тот человек не понятен, кто такой, неизвестен, поэтому вопрос иснада. В иснаде там есть или нет там этот человек, там дополнительный. Он есть или нет, если он есть, то правильный хадис или неправильный данный хадис. И в этом вопросе все, то есть имамы, то есть все ученых масхабов, они единогласны в том, что человеку нежелательно, то есть макрух, вставать на намаз, когда он хочет справить нужду. Это все единогласны в данном вопросе. И, как сказал Аль-Халяби, то есть один ханафитский ученый, что нежелательно, то есть макрух, человек начинает читать намаз, когда он хочет справить большую или малую нужду, так как есть слова посланника Аллаха саллаллаху ля салата, то есть нет намаза, получается, намаз будет неполным, бихалат таами, когда есть у человека поставлена еда перед ним, и когда человек, когда человек, получается, сдерживает, да, получается, удерживает исполнение нужды, то есть человек, говорят же, касталган, да, по-татарски говорят же, когда человек желает справить нужду, когда его же, что он себя удерживает. То есть Мухаммад сказал, что в двух ситуациях намаз читать нежелательно, когда хочешь в туалет и когда перед тобой есть еда. Человек голодный, не ел долго, еду уже поставили, и тут камат или намаз, значит, получается, выбирается, в этой ситуации выбирается, тут тахарат, там еда выбирается, а не намаз. Потому что если человек будет, если человек туалет хочет, тем более сильно хочет, так ведь, если потом намаз читать, о чем будет думать? О намазе или как быстрее побежать в туалет? Поэтому, если ты будешь себя сдерживать, да, там, хоть мочу, хоть калда, хоть газ, да, ты же будешь думать об этом весь намаз. У тебя, получается, не будет хушуга. И поэтому это приказ в пользу намаза. Потому что чтобы потом человек сходил в туалет, взял тахарат, потом пришел намаз спокойно, да, чтобы ничего не отвлекало. И когда вопрос касается еды, когда вместе поставили еду и намаз, получается здесь, что еда выше, чем намаз, что ли? Нет, опять-таки, понимаешь, во время уразы такой, человек там постился 19 часов, да, как у нас такой, весь день постился, да, летом. Потом, когда он пришел вечером, домой заходишь, еще не успел почитать намаз, знаете, уже поставил еду. Поставил еду там, да, перед тобой, все там запах там, да, ты увидел, ты же не кушал весь день. И сейчас, если там ты уже еду увидел, она стояла перед тобой, когда запах уже там, тебе нос там пощекотал такой, да, запах, ты уже глаза еду увидели, желудок там уже есть хочешь, там слюна выделилась, да, и пошел читать намаз. О чем ты будешь жить на намазе? Про намаз или про еду, которую ты хочешь есть? Поэтому в этой ситуации нужно пойти поесть, чуть-чуть хотя бы тогда, чтобы немного голод утолить, чтобы там уже чувство голода ушло, и тогда читать намаз. В принципе, 5 минут хватает, 5 минут хватает, потому что там уже немного нужно человеку, чтобы поесть. Поэтому здесь 5 минут, что отложил намаз, ничего страшного не будет. Не проблема. Поэтому зато намаз будет читать все равно более спокойными. То есть у тебя не будет стоять столб, да, с едой перед глазами, уже не так сильно, как до этого. Поэтому Мухаммад заботился о хушу,
скажем, смиренность в намазе, чтобы человек читал намаз и ничего не отвлекало, чтобы никакие другие мысли не отвлекали в намазе, поэтому эти вещи приводятся, что не являются нежелательными действиями. Поэтому, это не харам, это является нежелательным. И если человек, скажем, есть две ситуации, если человек, получается, хотел в туалет и встал на намаз, это нежелательно, хотя намаз принимается. То есть намаз правильный, просто человек, получается, получил грех, сделал неправильно, некрасиво, и получает грех, то, что он намаз продолжает. И даже если, то есть начал читать намаз в такой ситуации. И даже если человек, когда намаз начинал читать, все было нормально, потом во время намаза, у него захотел, если может газ или захотел по-большому, в туалет. Поэтому даже в этой ситуации, если человек будет себя сдерживать, значит ему намаз лучше прерывать и пойти в туалет, потом намаз перечитать. Потому что, ты все нужно, намаз, если стоишь весь сжимаешь, весь сжимаешь, думаешь, как бы не выше, зачем-то, получается, человек думает только о том, что ниже пояса. У него же не намаз цель, получается, он мыслит только, о туалете будет. Поэтому, это уже не намаз. Поэтому, хотя если дочитать можно, ты дочитаешь, намаз будет правильный. Просто сколько от него намаз принято. То есть сколько, Аллах поднимется, то есть сколько время человек в намазе стоял, думая об Аллахе, думая о намазе. И сколько думал о другом. Поэтому поставить и выбрать то, что лучше для человека. Потому что все-таки то, что ты понимал, то, что думал, это поднимается же. Это принимается. Награда, потому что намаз правильный, потому что все фарзы выполнены тогда, то есть все условия выполнены, все выполнено, Просто когда человек просто мысли были заняты, то есть все телесные действия, они выполнены, поэтому намаз правильный. А мысли, которые отвечают за награду за намаз, они были отвечены. Поэтому человек, то есть намаз примется, он был. Так, по факту намаз был. Но награда за намаз, что будет там непонятно. Поэтому там даже будет грех человеку, потому что он в намазе стоял, мучился. То есть думал, получается, не о намазе, думал о туалете больше. Поэтому даже будет не награда, а грех за намаз. Хотя он принят, с человека обязанность снялась. Он уже не обязан за намаз читать. Просто награда он не получит. Или получит очень мало, или даже грех получит. За то, что он читал намаз, и отвлекался во время намаза, очень сильно, То есть, даже о намазе он совсем нисколько не думал. Это считается, макрух, то есть нежелательным действием так поступать. Поэтому, если, даже когда взял тахарат дома, пришел в мечеть, заходишь в мечеть, и чувствуешь, что тебе хочется охота в туалет, получается, идешь не наверх, идешь вниз, в этой мечети. То есть идешь, получается, в сахатхана, а потом уже поднимаешься наверх. Если успеешь прочитать джамаатом, успеешь. Не успеешь, нет тебе греха. Потому что ты же не виноват, ты же выбрал то, что по хадису правильное. А если ты придешь наверх, когда присоединишься, намаз то примется, но, получается, сделал нежелательным, макрух, порицаемое действие. То, что делать то, что Пророк Мухаммад салям делать запрещал. Следующий хадис, в той же главе. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ابن مسرد ومحمد بن عيسى. То есть три учителя Абу Дауда. Аль-Ма'на, то есть последний передал по смыслу, не словам. قال, все сказали, حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي حرزة قال حدثنا عبد الله بن محمد. Он рассказал Абдулла ибн Мухаммад, и قال ибн Айса фи хадитхи ибн Абу Бакр, то есть Абдулла ибн Мухаммад ибн Абу Бакр, то есть внук Абу Бакра, ас-Сиддик ради Аллаху анху. Затем все они, все трое сказали, все передатчики, Ахуль Касим ибн Мухаммад, брат Касима ибн Мухаммада. Касим ибн Мухаммада, это, в любом случае, это все, получается, внуки Абу Бакра, просто там два человека. То есть или один, или два человека. Там вот будет разногласие. Касим ибн Мухаммад. У Абу Бакра было два сына, Мухаммад и Абдуррахман. У Мухаммада были два сына, Абдулла ибн Касим. Абдулла и Касим. А также у Абдуррахмана был сын Мухаммад, и у него был сын Абдулла. Получается, здесь, то есть или родной брат, или, получается, сводный брат. Одно из двух. Есть спор уже в данном хадисе, кто хадис передал. Родной брат этого человека или же сводный брат. Но все они являются внуками Абу Бакра, ас-Сиддика, ради Аллаху анху. Каля, он сказал, кунна инда Айшата
фаджи битаамиха. Мы, говорит, были у Аиши, радаллаху анха, и ей принесли в это время еду. Еду в это время. Факам аль-Касим юсалли. И когда принесли еду, то Аль-Касим встал на намаз сразу. Встал совершать намаз. Факат, и сказала Аиша, самиату Расулаллаху якуль. Я, говорит, слышал, как Пророк Мухаммад говорил, ля юсалля, то есть намаз не совершается, бихадат таами, когда есть еда, то есть когда принесли еду и поставили на стол, валя вахуа юдафи'уху аль-ахбатайн, когда человек, когда получается, как борется с двумя, то есть скверными, получается, когда человек борется, получается, когда он хочет в туалет, то есть когда там, или же, большая или малая нужда его, вынуждает, он желает совершить малую или большую нужду, и этот хадис здесь приводится коротко, приводится имам Муслима, данный хадис полностью, там приводится то, что почему Касим, когда принесли еду, встал на намаз. Просто до этого Аиша, она немного его воспитывала чуть-чуть, потому что Аиша же, до того, когда это получается, кто получается, это получается же, это выходит же, если дочь Абу Бакра Аиша, это Мухаммад, это братья, это получается же, племянники Аиши были. То есть, получается, она племянников своих, кого-то из племянников воспитывала. Если, получается, это дети братья, да, племянники Аиши, поэтому Аиша, они были в доме Аиши, потому что племянники же, они же, махрам же, так ведь, они же не являются родственники, между которыми брак невозможен. Они были в доме Аиши, то есть и Аиша, Касима, дала ему насихат, немного его воспитывала, и он разозлился, и когда принесли еду, злой стал на намаз. Поэтому там вот, почему приводится причина этого. И она, то, что Касим немного там ошибался в разговоре, и она немного упрекнула, то, что ты говоришь неправильно. То есть, ты делал ошибки в разговорах. Поэтому она упрекнула, и он разозлился на Аишу, и когда принесли еду, он встал на намаз. Поэтому Аиша сказала, что это намаз не читается. Когда есть еда, и когда хочешь в туалет, нужно есть, потом намаз читать. И нужно идти в туалет, потом намаз читать. То есть и Аиша, и здесь тоже получается, тоже насихат сделала, да, исправляла ошибку данного человека. Поэтому намаз, так как говорится, что если человек, когда еду пошел читать намаз, или человек хочет, что это встал на намаз правильный. Это мнение большинства ученых, только некоторые ученые считают, что в этой ситуации намаз нарушается. Это масаб аль-Захири, буквально. То есть они поняли, что там есть ривайат, то что начинайте с еды. То есть когда принесли еду, и был сказан камат, начинайте с еды. Ученые поняли, что начать с еды означает желательность, а не поняли, что это является фарс. Получается, начать с еды фарс, потом намаз. Если когда делал наоборот, получается, ты фарс не выполнял, то намаз неправильный. Но это мнение одной, группы ученых, так большинство ученых масхавов считают, что намаз действительный, но порицается нежелательно так поступать, вставать на намаз в такой ситуации. Еще один хадис в данной главе. قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا ابن عياش إسماعيل ابن عياش عن حبيب ابن صالح عن يزيد بن شريح الخضرمي عن أبي حي أبو حي المؤذن который был муаззином عن ثوبان это мауля Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, это вольноотпущенник Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кого Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям купил, или ему дали, и он его освободил из рабства. Таубан Абу Абдуллах или Абу Абдурахман, известный подвижник, родом из Йемена, он попал в плен, и Мухаммад его купил и освободил. То есть купил его и сделал его свободным. Потом считается мауля, вольноотпущенник посланника Аллаха. И когда он так сделал, Мухаммад сказал ему, если ты, когда купил, освободил, сказал, если ты хочешь, ты можешь вернуться к своим родственникам. То есть ты свободный человек, получается, если ты пожелаешь, то ты можешь вернуться, к тем, откуда ты родом, в Йемен, вернуться к своим родственникам, там ты жил, и хочешь, можешь остаться здесь с нами, и ты будешь, из моей семьи как будто будешь там остаться здесь. И он остался в Медине, то есть, с ним, то есть он не уехал
в Йемен. Остался возле Пророка Мухаммада и был всегда рядом с ним. Постоянно рядом с ним и был с ним Пророк Мухаммад везде. И в поездках, и в дома он ему служил до смерти Пророка Мухаммада. То есть мученик и как его слугой был. То есть, ему служил, то есть помогал ему за то, что он его освободил. Пророк Мухаммад затем переселился, скажем, из Рамля, это в Палестину, или Хаймс, в Сирию, и там он впоследствии умер. То есть Таубан, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, сказал мне посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن. То есть есть три вещи, которые, то есть не халяль, не дозволено делать кому-либо эти действия. То есть три вещи запрещено делать кому-либо из людей, их совершать, их выполнять. لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. То есть нельзя быть человеку имамом, если он во время дуа просит только за себя. Если человек читает намаз, и там после намаза делает дуа, то есть он делает дуа, то что Аллах, прости меня тогда. То есть если он делает дуа не нас, а меня. То есть если получается делает дуа только себе, не думая про тех, кто находится рядом с ним. То есть после такого человека имаму нежелательно быть, то есть нельзя, потому что он думает только о себе, он не думает о джамаате. Фаинфа'аля факат ханахам, если он сделал, то он, получается, как бы их как предал, да, получается, хайнат сделал. Как предательство сделал, потому что он сделал дуа только себе, просил себе, не просил им, за них. Второе, что нельзя, то есть нельзя смотреть, говорит, внутрь дома до спрашивания разрешения войти. Потому что если подошел, там вышел, к двери, там, да, то есть не нужно посмотреть внутрь, да, подглядывать. Да, в окошко, в дверь, там, да, когда прежде спросить разрешение войти в этот дом. Если он так сделал, то он уже как будто вошел, считается. Если подошел, как получается, посмотрел в окошко, в дверь там открытую, то все там он разглядел, как будто он уже вошел, считается, как будто внутри дома находится. И пусть не совершает намаз, говорит человек, если у него есть желание в туалет пойти, пока он не сходит, пока он не освободится, не избавится от этого желания. Пойдет, справит нужду и совершит омовение заново. Вот такой хадис. Данный хадис его некоторые ученые считают слабым, потому что Пророк Мухаммад салям, то есть, часть, то, что про туалет, она известна, потому что она была до этого. То, что там подглядывать, да, то есть подглядывать в дома тоже запрещено, да, по исламу, потому что даже там приводится, что если человек подглядывает, ему там глаз выколоть, то, по некоторым мнениям, то, что ученых, тому, кто сделать, ничего не будет, потому что он подглядывает же в чужой дом, поэтому он делает то, что запрещено. Если человек там увидит, там, да, в дырку глаз, что-нибудь там ткнул ему, то получается, тот, кто ткнул и тому повредил глаз, по мнению ученых, не отвечает. То есть он ничего не будет платить человеку, да? Не будет суд ему не будет за это. А по мнению ученых, он это будет отвечать, потому что он же глаз повредил. Поэтому, по мнению Абу Ханифа, он должен его возместить, да? То есть там дия за это. А то, что вот первая часть хадиса, что нельзя быть имамом тому, кто делает дуа только за себя, здесь как в намазе будет, когда это весь действие. Во-вторых, Пророк Мухаммад салям, он часто делал дуа и говорил, что я, не мы, а делал я. То есть очень много дуа, которые он делал, было сказано, то есть, личными стениями. То есть я, а не мы. Поэтому вот это то, что часть считают, вот часть хадиса, она спорная. Все остальное это очень нормально. То есть другие хадисы подтверждают. А вот эта часть хадиса про дуа, другие хадисы противоречат данному хадису. Как сказал, то, что Мухаммад салям часто делал дуа и просил, говорил то, что я, мне. Не нам, а именно то есть мне. Поэтому вот эта вещь не запрещена. Хотя, конечно, когда людей много, лучше говорить нам тогда, чем мне же. Поэтому красивее, да, лучше. Но когда человек будет просто мне, можно делать дуа себе, потому что каждый человек будет делать за себя дуа. И следующий хадис, тоже, та же тема, тоже хадис, просто другая версия данного хадиса. حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الخضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة. Так приводится со слов Абу Хурайры, радиллаху анху, не со слов Таубана. عن النبي صلى الله عليه وسلم, пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم, قال لا يحل لرجل, не халяль, это недозволено, то есть человеку, мусульманину, ю'мину биллахи вал йомил ахир, который верит в Всевышнего Аллаха субхану ва тааля и в судный день, ан юсалли ва хуа хакинун, хатта яхаф, то есть читать намаз при желании справить нужду, пока он не сходит в туалет. Если сказать, что не халяль, недозволено,
тому, кто верит в Аллаха в судный день, читать намаз в таком положении. Хотя это, понятно, что макрух нежелательно, то есть не харам. Но получается, это очень нежелательно. Очень желательно в такой ситуации свадебный намаз, если у человека времени много. Так, если есть время, да, можно. Если человек это время там уже прижал, да, осталось там 5 минут до выхода времени намаза. Человек тахарат есть, но хочет в туалет, в этой ситуации больше намаз как есть читать. Потому что если времени много, то есть когда ты хочешь в туалет, когда намаз читать нужно, если времени тебе хватает сходить в туалет, взять тахарат, почитать намаз, еще время останется до выхода времени намаза, тогда человек выбирает. Если же времени прижало, времени не осталось совсем, если будет брать тахарат, время намаза выйдет, тогда человек читает намаз как есть. Он обязан читать намаз, потому что читать намаз во время важнее, чем его оставить, да, потом на смещение, на када. Поэтому, если времени много, тахарат обновляем, берем тахарат. Если времени нет совсем, тогда уже намаз читаем как есть. Там уже нет выбора. Намаз нужно читать вовремя, свое время. Затем он привел, такой хадис и сказал: «Валя яхиллу ли раджулин», и не дозволен, не халяль, то есть человеку, мужчине, ю'мину билляхи валь ахир, который уверовал в Аллах субхану тааля и уверовал в судный день, ан яумма кауман, быть имамом для людей, илля бидихи, только с их разрешения. То есть быть имамом только с разрешения людей. То есть не спешить, получается, чтобы быть имамом, чтобы люди были довольны тобой, чтобы люди тебя принимали. И желаешь читать намаз за тобой. Потому что если не желаешь читать намаз, получается, это нежелательно. Ну, чтобы все были довольны, почти все там, да, были довольны, тебя принимали, то есть тебе разрешили быть имамом, означает, что нужно не спешить вставать имамом, да, потому что, может, кто-то не хочет, чтобы ты был имамом, может, кто-то не желает читать намаз за тобой. Это, получается, касается имамства в намазе, да, то есть быть имамом в мечети, быть имамом, то есть в намазе, в любом месте, да, джамаата, не спешить. Может, кто-то другой там, да, может, кто-то более достоин быть имамом. Или, скажем, что все были, скажут, все согласны, что я буду имамом. Все согласны, не согласны, значит, тогда читать намаз дозволено. И то самое касается же, также, быть имамом, когда получается большим, то есть правителем мусульман, тоже спешить не нужно одинаково. И в другом ривайте сказано, Мухаммад сказал: «Валя ю'амману раджулю фи султанатихи, валя юджласу аля таклиматихи илля биизнихи». Получается, то есть, в доме человека, то есть нельзя быть имамом без разрешения хозяина. Получается, если в доме человека, ты пришел к человеку домой в гости, получается, хозяин дома, он имам. Это автоматически. Если я прихожу домой к кому-то из вас в гости, да, получается, я не пойду имам, не встану, потому что вы имам. То есть ваш дом, вы хозяин. Значит, вы будете. Поэтому, если, скажем, вы станете имамом, то никто не станет, не скажет вам. Если только скажешь, что я стану имамом, тогда выйдем. Если не скажешь, то вы будете стоять сзади. То есть, потому что хозяин, то есть он имам. То есть и без его разрешения никто не имеет права стать имамом в его доме. Получается, если имам, хозяин мечети, так, да, то есть имам же, получается, пока есть имам в мечети, значит он имам. Никто другой не может сказать, подвинься, я буду имамом. Это же у вас дома, вы имам. То есть никто вас не подвинет, только с вашего разрешения. Поэтому имам может быть только с разрешения хозяина дома или хозяина мечети, имама. И также, если вы пошли в гости к человеку, то есть нельзя садиться на место, которое любит хозяин дома. Только с его разрешения. Поэтому ты пришел в гости, у каждого есть дома ваш, есть ваш стул, да, есть у вас место на кухне, да, ваше место, да, там ваша кружка, так есть, да, там ваш уголок, да, ваш стул, там, и так далее. Получается, ваше любимое место. Получается, если я приду в гости и там в нагло зайду на кухню, сяду там куда захочу, и кажется, что это ваше любимое место, вам не понравится. Поэтому, когда приходишь в гости, говоришь, спрашиваешь, а куда можешь сесть? Если скажешь хозяин, куда хочешь, да, если хочешь, что значит сядешь туда? Получается, без разрешения хозяина, да, то есть нельзя садиться на место любимого хозяина без его разрешения. Поэтому приходишь и спрашиваешь, а сесть куда можно? Он скажет, просто вот ты тут любишь сидеть, спрашиваешь хозяина. Скажешь здесь, скажешь, что значит там и сяду, да, сяду в другое место. Получается, вот узнал, где сидит хозяин, туда не садишься. Если он скажет, садись туда, я тебе разрешаю, тогда можешь сесть. Поэтому, получается, в гостях нужно садиться только после хозяина. Сначала сядь ты, потом мы сядем. Потому что он сядет на свое место, любимое. Потом сядем мы, куда пожелаем. Поэтому мы тоже, Мухаммад салям, потому что это заботится о человеке, о хозяине. Да, хозяин забота о нем, чтобы он не делал то, что ему не понравится. Потому что он хозяин, это его дом, а ты гость.
Поэтому, скажем, делать так, скажем, как, скажем, нравится хозяину. То есть, и, скажем, не делать то, что ему не нравится. Это тоже приводится вот, в одном из риваятов данного хадиса. И также здесь приводится в конце: «Валя яхтассу нафсаху бидауати дунахум». То есть, и пусть, говорит, человек, он не просит, когда делает дуа, он не просит только за себя, пусть просит за всех. Если человек так поступит, он получается, он, скажем, поступил вероломно, да, сделал хиянат, потому что он просил дуа только себе, а про них забыл вообще. Говорят, что вот эта вот часть хадиса, она является немного, скажем, спорной между учеными. И قال Абу Дауд, وهذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. Что вот данный хадис, он получается как бы из сунны, то есть обыватели, то есть жители Шама, жители, то есть Сирии и вот ближайших регионов, потому что вот данный хадис, все передатчики, то есть все передатчики, они жители именно Шама. Есть хадис, получается, там есть только мединцы передавали, есть только мекканцы, есть хадис, получается, только они. То есть все передатчики, кроме Абу Хурайры, после него от Абу Хурайры и дальше, все, до Абу Хурайры, получается, все они жили в Шаме. Вот такой, такая особенность хадиса, что очень приводит, что это все цепочка, то есть вся мединская, да, вся там мекканская, там, да, вся там иракская, там, вся там такая, то есть каждый знает передачу, где он жил, да, откуда он приехал, то есть и вот таких хадис просто выделяют. Интересно. И такие бывают вещи, когда там все передают друг от друга, да, жители одной местности. Данный хадис передают жители только одной местности. Не другие, а только именно они, и никто другой. Так, иншаллах, здесь на этом остановимся сегодня. Иншаллах. Альхамдулилля. Здесь еще начать одну главу, это будет долго. Это вот 2 главы. Хадис Наби такой. И хадис вот, нельзя читать намаз, при желании справить нужду. Потому что человек же так же, может, Аллах, а хочешь, да, ему лень брать тахарат, поэтому намаз читать встает. Поэтому это плохое качество. Вот нужно себя, скажем, перебороть так вот, да. То есть, если хочешь в туалет, значит, пойти брать тахарат. То есть не вставать на намаз, когда ладно, и так поет, да, и так встает. Не нужно литься. Потому что Мухаммад с запрещал, то есть это нежелательно, вокруг там, да, порицаемое действие. Нужно сторониться то, что это действие делать то, что Мухаммад салям, не делать то, что Мухаммад салям порицал и запрещал. Поэтому не литься, тебя заставить вспомнить хадис и пойти, да, себя там поднять, там, да, за шкирку и пойти. Брать тахарат. Если выполнять этот хадис, потому что это часть, потому что тахарат берем же, намаз сейчас бывает каждый день, то это каждый хотим. Поэтому этот хадис, он каждый день может встречаться у нас, его практика. Поэтому узнать теперь нужно практиковать. Эти знания нужно применять на практике. То есть не лениться. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله